Такая дэталь, якая заінтрыгавала, я думаю, многіх гледачоў, гэта інфармацыя пра 80 кілаграмаў наяўных грошай, якія былі прывезеныя ў Беларусь для разлічэння за ваенныя нейкія замовы. Ну, шчыра кажучы, калі ўявіць сабе гэтую сцэну, выглядае гэта як з нейкіх фільмаў пра баевікоў, нейкіх крымінальных аўтарытэтаў. На самом деле это достаточно не новая для системы схема, потому что, в принципе, то же самое происходит в схеме по отбеливанию российских алмазов. Мы об этом, если не ошибаюсь, рассказывали в начале осени 2025 года. То есть там точно такая же схема. Алмазы возят мешками, деньги наличными мешками. И, в принципе, что в той схеме, что в этой схеме участвует республиканское унитарное предприятие «Спецсвязь», которое, в общем-то, и перевозит эти деньги. Поэтому, что тут можно сказать? Они пытаются, конечно же, обойти санкции. Санкции, вопреки тому, что говорят некоторые так называемые политики, либо там, активисты демократических сил, санкции работают, санкции бьют достаточно больно. И в условиях этих санкций приходится создавать вот такого рода схемы, чтобы как-то подпитывать и дальше подпитывать эту военную машину. У расследаванні згадваецца Альфа-банк як магчымая структура, праз якую, уласна, і рабілі нейкія замовы, фінансавыя аперацыі. Мы ведаем, што не так даўно было, прынамсі, публічна анансавана, што ЗША маюць зняць санкцыі з Белінвестбанку. І вы тады, Уладзімір, таксама гаварылі пра тое, што і гэтая структура можа быць выкарыстана для ваенных замоваў. Ці сапраўды ёсць цяпер гэтая небяспека? Ну, скажем так, Белинвестбанк – это официально банк войны. Еще в феврале 2025 года, в принципе, при первых контактах режима и наших, скажем, американских партнеров, они, в общем-то, достаточно четко показали, что им нужно. И одним из таких пунктов был Белинвестбанк. Именно, в общем-то, поэтому, понимая, что Белинвестбанк, с него будут сниматься санкции, это есть интерес режима Лукашенко, в эфире Еврорадио в конце декабря 2025 года я, в общем-то, об этом и сказал. Потому что это информация, которая была взята не с головы, это была информация, ну, скажем так, от надежных источников. И Белинвестбанк очень серьезно финансирует ВПК белорусское, то есть там и Планар, Интеграл, и создание вот этого предприятия, завод корпусных изделий, он же объект участок, тоже финансируется за счет Белинвестбанка. За счет Белинвестбанка финансируется порядка там 15 белорусских предприятий, которые задействованы в создании артиллерийских и реактивных снарядов. То есть Белинвестбанк – это банк войны. И тут, наверное, особенно, скажем так, сложно либо неприятно говорить в контексте вот этих снятия санкций, что фактически сейчас Белинвестбанк находится в санкционном списке, однако ему дана генеральная лицензия, выдана на осуществление определенной деятельности. Если читать документы, то там прописывается такая очень смешная, может быть, формальная такая строчка о том, что банку нельзя осуществлять операции, которые там ведут к тому, что Россия сможет там что-либо приобретать. Але ёсць аб'екты двойного прызначэння, заўсёды можна гэта таким чынам падаць. Есть компании-прокладки, где ты поставишь между Россией и Белинвестбанком компанию-прокладку, и все будет хорошо. То есть, условно, если какая-то компания российская, которая находится под санкциями, что-то заказывает и проводит оплату через Белинвестбанк, она это не будет делать напрямую, она будет делать это через какую-нибудь компанию-прокладку. Это очевидно и понятно для нас, это очевидно и понятно для американцев, но вот имеем, что имеем. И сейчас необходимо будет Билпол искать какие-то доказательства того, что, в общем-то, таким образом обходятся санкции. И главная проблема и печаль, лично исключительно даже для меня, в том, что все про это знали, все прекрасно понимали, что Белинвестбанк, с него будет режим стараться снять санкции. И, по сути, я не знаю, со своей стороны мы сделали все, что было возможно, чтобы эти санкции не снимались, но этого, как мы видим, не хватило. И тут нас всех тоже можно в кавычках поздравить. Белинвестбанк, санкции в отношении Белинвестбанка США ввели 24 февраля 2022 года. То есть это сняты санкции, военные санкции. То есть это именно за войну против Украины. Ну, чаго здзіўляцца, Владзімір, калі маем сітуацыю, калі Владзімір Зеленскі, напрыклад, паказвае на пальцах амерыканскаму боку, што вось, калі ласка, Расія дапамагае Ірану
у американо-иранской войне, делится своими выведными дадзинами. И ничего страшного, там можно заплющить воши, так само там это червоные дорожки расстелить и так далее. А что тут до Белінвестбанку? Між тим, коли заговорили про яго, ці можем мы яшчэ гаварыць пра нейкія аб'екты, якія на сённяшні дзень знаходзяцца пад санкцыямі, і у зняцці санкцыяў, з якіх рэжым вайны, рэжым Лукашэнкі і Пуціна найбольш зацікаўлены? Што, акрамя Белінвестбанку, вось яны хочуць, каб вывесці з-пад санкцыяў? Ну, сейчас, можно сказать, из тех пунктов, которые были ранее, скажем так, очерчены самим режимом, осталось возвращение послов, но это никак не влияет на войну, и снятие санкций с белорусской нефтянки. Хотя тут любому, я думаю, человеку понятно, что белорусская нефтянка использует российское сырье. То есть таким образом Россия сможет... И робить бензин для российских танков. В том числе. В том числе сейчас именно вот эти пункты, над которыми режим работал, и весь год они снимались, есть какие-то вот критические, то есть снятие санкций, как, например, с Белинвестбанка, есть там менее критичные, то есть как тот же самый там Белави или Бакали, тут не так проблемно все, то вот следующим пунктом для них идет нефтянка. Но пока нефтянка, скажем так, отброшена была, то есть... подальше, то есть они посмотрят, что будет, в принципе, дальше. Но, конечно, режим хочет снять все санкции, потому что американские санкции особенно влияют на какие-то операции со странами дальней дуги. Там у режима Лукашенко есть большие интересы, не только по продаже, например, какого-то там оборудования, там условных БелАЗов либо МАЗов. Они, конечно же, хотят туда продавать что-то, связанное с произведенное предприятиями, которые входят в систему ГВПК, но также им очень важно приобретать оттуда и компоненты, и изделия, и снятие санкций, в общем-то, оно создаст такие условия, при которых некоторые компании, если до этого, например, они считали Белоруссию, там, белорусские какие-то предприятия токсичными, то здесь нет, здесь нет-нет, да и согласятся что-то продать. А это большая проблема, потому что милитаризация Беларуси от этого только увеличится. Калі казаць пра мілітарызацыю, у вашым расследаванні ёсць канкрэтныя лічбы, у прыватнасці, што ў 2024 годзе аб'ём вось усёй гэтай вытворчасці ВПК павялічыўся амаль што на 50%, і гэта толькі цягам аднаго года. Напрыклад, які Масвей Купрэйчык прыводзіў адносна Лягмашу, што там цягам года ажно на 165% павялічылася колькасць працаўладкаваных людзей. То бок мы бачым, што ваенныя замовы сапраўды раздзімаюць, скажем так, і парусы эканомікі. Ці гэта азначае, што ў гэтай сітуацыі, калі Расія раптам з нейкай прычыны перастане загружаць гэтыя заводы сваімі усімі патрэбамі, то і эканоміка страціць, то бок Лукашенко так узалежніў эканоміку Беларусі ад расійскай агрэсіі. Безусловно, это так. Однако мы сейчас видим, что Россия не собирается останавливаться. И не только если мы говорим про Украину, а в принципе Россия не собирается останавливаться. То, что производится, то, что возводится на территории Беларуси, все эти более 500 белорусских предприятий, которые работают над выполнением государственного оборонного заказа, это не только с прицелом на Украину. То есть не только с прицелом на войну в Украине. Это в том числе, скажем, производства, которые возводятся, планируются, и там, выход на производственные мощности некоторых из этих предприятий запланирован там, на конец 26-го, начало 27-го года. Это не только для войны в Украине, это и для возможного военного конфликта в будущем. Калі казаць пра магчымыя ваенныя канфлікты ў будучыні, розныя сцэнары, Мікола Статкевіч, былы палітвязень, працягвае таксама пісаць аналітычныя вось такія артыкулы, якія з'яўляюцца ў ягоным тэлеграм-канале, і трывожныя заявы пра магчымыя пагрозы зноў прагучалі ў інфармацыйнай прасторы. Мікола Статкевіч звярнуў увагу на рызыкі, звязаныя менавіта з ваенным супрацьстаяннем у рэгіёне і з тым, што Расія робіць на беларускай зямлі. Давайце разам паслухаем вось цытату, фрагмент з гэтага паведамлення тэлеграм-каналу, а потым вернемся да нашай размовы.
У расійскай арміі, а раней у савецкай ядравыя боегалоўкі захоўваліся не побач з іх носьбітамі, як у НАТО, а ў адмысловых сховішчах, вельмі дарагіх умацаваных збудаваннях, дзе падтрымліваюцца пастаянныя тэмпература, ціск, вільготнасць. У пагражальны перыяд ці падчас рэгулярных трэнаванняў боегалоўкі аўтакалонамі вывозяцца са сховішча да носьбітаў, сродкаў дастаўкі. Тое, што Масква будуе такі дарагі і складаны аб'ект у Беларусі і ўжо арганізавала яго супрацьпаветраную абарону, сведчыць, што на нашай зямлі будзе стала размешчаная вялікая колькасць боегаловак. І не таму, што ў Расіі не хапае зямлі для іх размяшчэння, а з канкрэтнымі мэтамі. Нагадаю толькі, што Мікола Статкевіч прафесійны вайсковец, падпалкоўнік запасу і акурат спецыялізаваўся ў ракетах, і ён вось звяртае ўвагу на тое, што расейцы, магчыма, рыхтуюць гэту інфраструктуру на Беларусі, каб завесці большую колькасць ядравых боегаловак. Хацеў вас запытаць, Уладзімір, ці ў Белпол ёсць інфармацыя, якая б сведчыла, ці давала б нейкія прыкметы такіх вось планаў Крамля адносна Беларусі? Где-то еще, наверное, год назад у нас был аналитический материал, который мы посвятили именно размещению на территории Республики Беларусь тактического ядерного оружия. На тот момент, и можно сказать и на сегодняшний день, тактического ядерного оружия на территории Республики Беларусь нет. Создана правовая основа для его транспортировки и размещения на территории Республики Беларусь. Да, это есть. Создаются определенные военные объекты, на которых теоретически оно может быть расположено. Да, такое тоже есть. Однако сейчас говорить однозначно, что это произойдет, например, в ближайшее время, что это вообще в принципе будет, это вообще в принципе произойдет, но пока говорить об этом все-таки не стоит. Те объекты, которые строились, например, об одном мы в том числе рассказывали, там для тех же самых «Искандеров» есть специальные боксы. Но, насколько я помню, если говорить про «Искандеры», то даже в самой России там считанное количество именно боеголовок с тактическим ядерным оружием имеется для «Искандеров». Безусловно, режим Лукашенко потерял военный суверенитет. И все то, что сейчас происходит, все то, что происходило или будет происходить, это в первую очередь замысел Кремля. И здесь Лукашенко едва ли что-то может сделать. Во многом, если даже говорить про то же самое военное производство, именно инициативно выходит Лукашенко на Кремль и предлагает свои услуги. То есть и в этой же ситуации может произойти то же самое. То есть он едва ли может сопротивляться, он наоборот может только, скажем так, поддакивать и делать все, чтобы в конечном итоге на территории Республики Беларусь было размещено такого вида оружия, и это сделает Беларусь в том числе целью для западных армий. Владимир, літаральна хвілінка у нас засталася. Одно такое удакладняльнае пытанне. Ці маем мы таксама сітуацыю з тым, што калі все-таки вся гэтая інфраструктура рыхтуецца, нават калі няма непасрэдна ядравай зброі ў Беларусі, то ці можам мы гаварыць пра такое рыхтаванне з гэтымі, як яны самі себе называюць, старэйшымі братамі, магчымасці правакацыі з тэрыторыі Беларусі, калі папросту рэзка завесці на ўсё гатовенька, бабахнуць, все зафіксавалі, што з Беларусі, і самім уматаць назад у Расію, а вы давайце, калі ласка, бомбіце Беларусь, нам яе не шкада. На самом деле в Беларуси в том положении, в котором она сейчас находится, может быть все что угодно. Потому что помимо вот этих очевидных, и которых, скажем так, в медиа достаточно часто рассказывают про вот эти, про орешник, тактическое ядерное оружие, на территории Беларуси возводится огромное количество военной инфраструктуры за деньги русских, которая не нужна для государства, которое не планирует участвовать в войне. То есть попросту это не нужно вкладывать такие огромные деньги в эту инфраструктуру, если вы не готовитесь к войне. Поэтому все что угодно может быть, и поэтому с этим режимом Лукашенко, режимом Путина необходимо решать что-то и никак не договариваться, потому что это недоговороспособные люди.